Новый год наступил, 2024. Каким был 2023 в политической жизни, в социальной жизни? Чем запомнился? Об этом будем говорить в студии с секретарем Совета Безопасности Сергеем Шамбо. Сергей Миронович, с Новым годом вас! Сергей Миронович, хочу поблагодарить, что в течение 2023 года вы были с нами. А с вами всегда приятно общаться. Мы это очень ценим и надеемся на наше сотрудничество в новом году тоже. Чем вам запомнился 2023? Какие важные, ключевые события? Каждый прожитый мною год мне очень сильно запомнился, потому что столько событий было. Насыщенный год. Так получилось, как я вот и говорил неоднократно, живем в эпоху перемен, а там уж кому как нравится. Приятно жить в такую эпоху или неприятно? Не знаю, мне так довелось быть всегда в гуще этих событий. Если говорить о том, как прошел год, мы в первую очередь должны думать о наших национальных задачах и общегосударственных вопросах. Поэтому, если судить по этим меркам, то я думаю, что неплохо. Если бы я говорил о своих личных проблемах, то у меня были и потери, и всякое было в жизни. Но я сейчас буду говорить, конечно, о государственных наших интересах. Что главное для государства и общества? Это, в первую очередь, обеспечение безопасности. Все государства создавались на этом принципе. И выполнение социальных обязательств перед обществом. Если об этом говорить, то ситуация у нас неплохая, если сравнивать с предыдущими годами, потому что если у нас, скажем, бюджет 2022 года у нас был из 12 миллиардов, приблизительно, из них 6 миллиардов собственных доходов рассчитывался, то мы смогли сделать так, чтобы уже в этом году на 2 миллиарда больше было заложено собственных доходов. Это получается 8 миллиардов, чуть больше. И на 1 декабря этого года фактически этот бюджет был выполнен. Это фактически на, 30% получается рост собственных поступлений в бюджет увеличился. Это положительный, конечно, фактор и дает возможности направлять больше средств на социальные нужды, что и делается, собственно говоря. Конечно, это недостаточно, чтобы мы могли радоваться каким-то огромным успехам, но по нашим масштабам и по нашим возможностям это значительное поступление вперед по развитию. А кроме этого, если говорить о безопасности, то здесь должен сказать, что значительные по нашим, опять же, масштабам средства направлены на Министерство обороны, на защиту нашей обороноспособности. Это и вложение в строительство фортификационных сооружений, это и снабжение, увеличение средств на снабжение армии в каком-то таком масштабе уже заметном. Производство дронов начали собственными силами. И многое другое, о чем я не могу сказать, но могу однозначно сказать, что значительные увеличения на бюджет Министерства обороны выделены были в этом прошедшем году. То есть, если раньше бюджет был больше социальный, сейчас значительная часть и на оборону. Учитывая, что происходит сейчас в мире, мы все-таки живем в период не просто больших перемен. На наших глазах происходит переустройство мировой системы. Все это, пришлось пережить нашему обществу после распада Советского Союза, когда началась формироваться новая международная система отношений. С тех пор это потрясение, оно достигло какой-то кульминации с началом специальной военной операции, а может даже и пока не достигла кульминации. Мы еще не знаем, что
нас ждет впереди. Но ситуация в мире стала значительно более тревожной в этом плане. А мы живем в таком стратегически важном регионе, где столкновение великих держав всегда и втягивало наш народ в эти события. И сейчас не можем не остаться в стороне, поэтому нам нужно быть бдительными и готовиться в первую очередь к защите нашего государства и нашего общества, что и делается в настоящее время. Что касается внешней безопасности, то, я не знаю, для людей, которые вот объективно смотрят на реальность, очевидно, что в этом плане просто заметные тоже произошли изменения. Во всяком случае, таких каких-то преступлений, которые вызывали бы резонанс в обществе, их практически нету таких. Значительно более спокойная ситуация сейчас. Это заметно. Конечно, у нас всегда в обществе есть люди, у которых такой мрачный взгляд на жизнь, пессимисты. Они должны быть, наверное, но в целом я думаю, что это заметные изменения. Вот. Если говорить о каких-то таких серьезных событиях этого года, недавно вопрос, который будоражил тоже в каком-то смысле общество. Некоторые даже его кризисом называли, хотя это никакой не кризис, это обычное для нашего общества явление, потому что у нас очень политизированное общество, всегда было. Политизировано, но, с другой стороны, наличие оппозиции — это признак демократии, с другой стороны. Я мы этом часто хвастаемся, когда об этом говорим. Несомненно, это наше достижение большое. И самое здесь главное, что мы в самых таких трудных даже ситуациях умеем договариваться. Это, если вспомнить вообще события 2004 года, это вообще тогда нашли такой выход из ситуации, который уникальный был вообще в мировой практике. Да, сейчас по передаче этой собственно говоря, речь не идет о передаче, потому что в 1995 году была передана бессрочное пользование, это дача в Пицунде, поэтому она на сегодняшний день и находится в пользовании у России. Вот. Поэтому тут речь шла о продлении этого. На сей раз установлены сроки, на какой передается в аренду эта территория. Это 49 лет. Так что, были опасения здесь. И главным фактором оказалось то, что были по какой-то причине нарушены координаты передаваемого объекта, территории. И это было выявлено после того, как в Российской Думе ратифицировали документы и передали его на ратификацию к нам в парламент. И здесь наше Народное собрание обнаружило эти неточности. И это, исправления были внесены. Но сам по себе этот вопрос отдельного разговора, Сергей Миронович, заслуживает, поэтому мы я хотел сказать, что последнее такое событие, которое происходило в этом году. Значительное. Да, значительное. Из тех значительных событий, которые были, удачно разрешено, найдены компромиссы. Мне бы хотелось немножко в начале нашего разговора вернуться, где вы говорили про бюджет, про то, что поступления в этом году увеличились. Это здорово, это хорошо, но вы также сказали, что нам, конечно, хочется больше поддержки, больше возможностей, чтобы у бюджета было, но отличительной чертой 2023 года было то, что цены значительно выросли тоже, и люди это на себе, конечно, ощущают, и это повышение, конечно, хочется, чтобы оно было больше, вы это тоже подчеркнули. Что в 2024 году? Как планирует страна развиваться, работать упорно, какие сферы экономики? Туризм, как и раньше, всегда является таким драйвером, локомотивом экономики. Но, может быть, сельское хозяйство. Мне кажется, мы стали больше внимания этой тоже отрасли задумываться, по крайней мере. Это взаимосвязанные отрасли, потому что туристический бизнес требует и
поставок сельскохозяйственной продукции. И как раз локомотивом здесь является как раз туризм, что и происходит на наших глазах. И сейчас, честно говоря, частный бизнес вытягивает эту сферу. Мы же видим, что от гостиниц, вот эти отели, которые строятся, это все делает частный бизнес, и потребности тут же возрастают, и на потребности реагирует наше общество. Но, к сожалению, у нас очень много людей, особенно молодых людей, которые не обеспечены рабочими местами. Вот в чем самая большая проблема. Правда, очень многие, которые не учитываются статистикой, они просто находятся в серой зоне, так сказать. Каким-то образом они зарабатывают, потому что мы видим, какое количество машин стало. То есть если реально безработица была бы вот как по данным, да, по официальным данным, то воины на улицах были бы просто. Ну да, мы видим, я еще раз повторяю, какое количество машин на улицах стало. Постоянно идет строительство жилья, растут цены на жилье, на квадратный метр. Сегодня в некоторых случаях достигают 200 тысяч рублей за квадратный метр. Это говорит о том, что все-таки материальное положение людей возрастает. Но вместе с тем, еще раз повторяю, особенно удручает нас, что молодые люди, многие не заняты трудом. И вот нам нужно создать эти рабочие места. Почему были разные предложения по проектам, которые вот надо обсуждать? Это и строительство этих апарт-отелей, которые само строительство, оно тоже локомотивом является и может потянуть за собой другие отрасли. И поставку, тут нужна будет поставка стройматериалов, рабочей силы и так далее. Это очень важный был бы такой момент. Ну, пытаемся как-то затягивать инвесторов, хотя многие против этого. Но я должен сказать, что любое государство, сегодня самые развитые государства, нуждаются в инвестициях. Это оживляет экономику, это приток иностранного капитала. Но темы чувствительные, и нужно надо искать баланс. Людям, конечно, нужно объяснять людям. Вот те объекты, которые здесь когда-то строились и в период Российской империи, Советского Союза, они здесь у нас остались. Никто никуда не забрал, никто никуда не увезет. Если это будет создавать рабочие места. В общем, есть такие предложения. Вот аэропорт у нас на следующем году должен начать функционировать. Это тоже очень важно, потому что тоже даст возможность для увеличения притока туристов. Туристическая сфера очень важная для нас. Очень многие люди живут этим и ждут увеличения турпотока. Все будем создавать для того, чтобы были благоприятные условия для этого. Ну вот вы назвали аэропорт, это один из главных инфраструктурных проектов, которые должны реализовать, и это была новость, можно сказать, года, 2023 года. Вместе с этой новостью еще один тоже такой ключевой инфраструктурный проект. Это база военно-морского флота России, которая в Очамчире планирует, которую создать. Вот это таких два момента ключевых и в плане безопасности, в плане инфраструктуры и развития. Как вы оцениваете вообще эти два проекта? Ну, во-первых, это один военный, в Очамчирах это не база будет, а пункт такого базирования временного, куда будут заходить на какое-то время, пополнить припасы и так далее, отдохнуть экипажи военных судов черноморских. Я считаю, что это очень важно для нас, потому что мы прекрасно помним ситуацию, которая была после войны, когда нам приходилось своими силами охранять нашу страну, и тогда людей отрывали просто от работы, от семейных дел, и путем ротации такой охранять самим границы, и какие были большие потери. Только миротворцев больше 100 человек погибло, а наших граждан тем более. Поэтому с тех пор, как вот у нас договор о стратегическом, о союзнических отношениях и партнерстве стратегическом с Российской Федерацией, у нас совсем другая ситуация здесь в стране. У нас вопрос внешней безопасности, он отступил. И на первое место у нас сегодня в обществе вышли проблемы социального больше характера.
Вот. Это где-то и хорошо, потому и что любое люди... увеличение присутствия укрепляет нашу безопасность, в том числе и морского. Мы помним, как после войны перехватывали корабли турецкие даже, которые с продовольствием сюда шли нам в Абхазию. Все это же прекратилось после того, как здесь пограничные стали в Ачимчирах тоже пункт базирования. Поэтому это только укрепляет нашу безопасность. А в российско-абхазских отношениях? Вот каким он еще, был год что для... говорить об инфраструктурных каких-то наших будущих проектах, мы все-таки не оставляем надежды на то, что железнодорожный транзит через Абхазию может быть восстановлен. И такие у нас надежды существуют, и есть основания для этого определенные. Ну, у нас были проекты, они тоже еще полностью не выкинуты в корзину. Это открытие автодороги, связывающей с Северным Кавказом. Такие предложения были. Ну, а сейчас такой активности в этом плане нету, потому что все-таки наш главный союзник, он отвлечен событиями, которые происходят на Украине. Но все это у нас, так сказать, в планах и существует, есть. А абхазо-российские отношения, как они развивались, на ваш взгляд, в 2023 году? Мне кажется, еще одно такое вот ключевое слово — это союзное, да, словосочетание «союзное государство», что мы часто об этом обсуждали, говорили, вероятности вхождения Абхазии. Ну, знаете, я вот как-то уже говорил, что в нашей истории никогда не было вот такой независимости, которая у нас есть сегодня. Мы часто говорим об Абхазском царстве, но и тогда у нас не было такой независимости, потому что абхазские цари это были, так сказать, чиновники византийские, они титулатуру получали из Византии и прочую поддержку. У нас сегодня самые такие возможности для развития независимого государства, и, конечно, у нас много ошибок есть на этом пути, и достижений, взлеты и падения есть. Потому что мы строим молодое государство, демократического. Никогда в нашей истории этого не было. Вот. И, многие говорят, что 30 лет прошло. Но я хочу напомнить, что... Достаточно времени, чтобы вырасти, да? Да, но за эти 30 лет, я еще раз напоминаю, какая ситуация у нас была до 2008 года, когда мы просто не развивались, мы просто выживали тогда, отбиваясь от всевозможных атак со всех сторон. И блокады экономической, и военной угрозы, которая со стороны Грузии тогда у нас была. Мы с 2008 года только можем говорить о том, что начался при помощи России, инвестпрограммы российской, начали постепенно развиваться. И спотыкаемся, и падаем, встаем и идем дальше. Мы находимся на стадии становления и развития независимого абхазского демократического государства. И очень многие у нас могут поучиться тем демократическим процессам, которые у нас происходят в стране. Я так считаю, во всяком случае. Сергей Миронович, мне кажется, очень символично, что в 23-м году Абхазия отмечала 30-летие Победы и 15 лет признания. Вот эти две очень важные для нас даты, они совпали. Да. Тоже не случайно. Мне хочется... Все в этом мире происходит не случайно. Нас бережет Всевышний, как я считаю. Именно поэтому сквозь тысячелетия мы пронесли и сохранили свой народ, несмотря на то, что, еще раз повторяю, живем в таком месте, где постоянно шла борьба. Постоянно шла военное противостояние великих держав всегда. Могу перечислять это. И вся Персия, история Абхазии — Иран, это Византия, история войн. Российская империя, Османская империя. Все здесь выясняли отношения, и всегда жертвами были. И все равно мы выжили, дожили до этого дня. И сегодня, когда мы получили независимость и имеем поддержку Российской Федерации, это дает нам гарантии нашего дальнейшего спокойного развития. Мы сами должны сосредоточиться на своем развитии внутреннем. Да, у нас должно быть различные мнения, плюрализм мнений. Мы должны сохранить наше единство национальное, консенсус по главным вопросам. Он у нас существует вообще, национальный консенсус, потому что мы видим свою страну демократическим развивающимся государством,
все здесь силы политические в этом согласны. А остальные разные взгляды, они всегда были есть, но хотел бы, чтобы у нас никогда не переходили за грань разумного. Мы всегда доходили до какой-то грани, находили консенсус, договориться могли, но не надо до этого доводить. Вот вы говорите, что есть противоречия, они были и наверняка будут, но вот эти фундаментальные какие-то вещи, что оппозиции и власти, они одинаковые. Например, курс Абхазии даже послевоенные годы в самой жесткой блокаде Абхазия все равно видела в России союзника, и всегда ее устремления были связаны с Россией. Однозначно. Здесь просто другого пути не может быть. Мы же видим, что окружающие нас страны не намерены рассматривать нас как независимое государство. Вот наш главный сосед, союзник, Россия, это член Совета Безопасности ООН, и мы видели на экранах телевизора, как в Совете Безопасности ООН, еще тогда ныне покойный посол Чуркин отстаивал наши интересы в Совете Безопасности ООН. Самая большая ядерная держава. Это такие гарантии. Понимаете, маленькие страны, вот если взять всю историю, они могли выжить только если имели поддержку каких-то серьезных союзников. Вот так было и в Европе, и так происходит везде. Вот. И у нас сегодня есть вот такой союз, где к нам относятся как к равноправному союзнику. Не только маленькие, но и страны с большим населением, большей территорией объединяются в союзы, делятся. Соединенные Штаты Америки, прежде чем начать какую-то военную операцию, всегда сперва обрастают какими-то союзниками и только вместе выступают. Ну и дальше вот российско-абхазские отношения, куда могут развиваться, и тема с союзным государством, как вы думаете, она в 2024 году будет актуальна? Ну, знаете, мне кажется, сейчас вот период, пока не закончится вот эта операция СВО, которая проводится на Украине, преждевременно об этом говорить, мне кажется. Ну, а потом посмотрим, какие будут настроения в России, Белоруссии. Здесь с нашим обществом нужно это тоже обсуждать. Вот я вообще за то, чтобы мы, прежде чем принимать какие-то судьбоносные для общества решения, сперва обсуждали его, чтобы у нас не происходило, как это вот сейчас произошло с этой дачей на Пицунде. Общественные дискуссии вы имеете в виду на разных площадках? Ну, есть много стран с более авторитарным режимом, где с обществом ничего это не обсуждает, и все спокойно происходит. Но еще раз повторяю, у нас так исторически сложилось, что у нас общество политизировано. И всегда, и это когда-то нас и спасало. И благодаря этому мы независимое государство имеем. Я как-то своим друзьям по Айдглеру это говорил: вы спасибо скажите, что у нас такое общество. Иначе зачем мы нужны были бы, я им говорил. Ну, хочется, чтобы мы сохранили, да, эту такую особенность демократическую. Быть просто, чтобы, да. Ну, демократия предполагает, что в рамках разумного все это происходило, в рамках закона, в рамках Конституции. Ну, и чтобы не мешало развитию государства. Да, конечно. А вы сказали, что вот год вообще был таким сложным в геополитическом плане, и действительно эксперты подсчитывают количество конфликтов вообще в мире. Это количество достигло вот такого, можно сказать, максимального количества в 2023 году. Но и в 2024 вообще грядут серьезные перемены, выборы в ключевых таких странах, как Россия, Соединенные Штаты, там, в Азербайджане выборы предстоят, и в других странах, в общем, идет какая-то вот такая смена. Где-то в некоторых странах будут бороться за новую власть, где-то пытаются сохранить старую. Ваши ожидания? Чего ждать вот от этой геополитической серьезной игры? Ну, сейчас, понимаете, обострилась эта борьба, потому что Соединенные Штаты Америки, их союзники, видят, что Россия меняет расстановку на мировой арене, и поэтому хотят всячески сохранить, и тем более, что самим им не приходится воевать, за них это делают украинцы своими жизнями, как бы пытаясь сохранить гегемонию западных стран. Но я уверен, что Россия достигнет поставленных целей.
И мир сегодня уже не тот, который был прежде. Уже многие страны устали от такого гегемонистского однополярного мира. Поведения Соединенных Штатов Америки. И мы видим, что значительные силы в мире и страны, которые вполне лояльно относятся к России с пониманием того, что происходит. И тоже в ожидании того, что мир станет многополярным, где они будут играть тоже определенную роль. Вот. Ну, я уверен, что это завершится, и тогда уже будем говорить о том, какая наша роль, как будут выстраиваться наши отношения с Россией и с другими странами. Вот в этом году был совершенно недавно визит нашей делегации главы с министром иностранных дел в Сирийскую республику. Когда-то, я помню, когда устанавливались отношения с Сирией, говорили, ну зачем нам там Сирия, там война, там режим, там, который Запад там, не поддерживает там, и так далее. Я говорил, что в нашей истории Сирия всегда имела особое отношение в абхазской вообще культуре и истории. Во-первых, мы первых епископов абхазских получили из Сирии. Знаете, Шамтула называют Сирию. Это какая-то райская земля, что ли. И поэтому для нас важно и это тоже. Развитие вот визит отношений этот произошел в 2024 году, в 2023 году тоже о чем нужно будет сказать. Сергей Миронович, насыщенный был год и в политической, и внутриполитической жизни, социальной жизни, но будем надеяться, что 2024 будет к нам благосклонен, он будет радовать нас хорошими новостями. Вы с какими ожиданиями встречаете и что пожелаете нашим слушателям? Ну, я вот как раз пожелаю, чтобы это был мирный год. Благополучия всем в семье желаю. Хотелось бы, чтобы мы достигли большего в плане развития нашего экономического, чтобы могли больше уделять социальным вопросам. Единство нашему народу, в первую очередь, хочу пожелать, и мира, и спокойствия. Чтобы мы были уверены в завтрашнем дне, уверены, что нам не придется больше сражаться. Мы всю свою историю это делали. Нет ни одного поколения абхазского общества, которое бы не отстаивало бы с оружием в руках свое право жить на этой земле. Но хочется, чтобы мы теперь, имея такого мощного союзника, как Российская Федерация, могли сосредоточиться на наших внутренних проблемах и смогли бы вместе, общими усилиями находить лучшие решения для того, чтобы сделать жизнь лучше. Всем пожелаю этой лучшей жизни в новом году. Спасибо. Мы тоже вас поздравляем с Новым годом. Пусть Новый год принесет нам всем благополучия и мирного неба. Дай Бог. А я напомню нашим слушателям, что мы говорили с секретарем Совета Безопасности Сергеем Шамбо.